Какими должны быть тарифы на ЖКХ в северных районах? С какими проблемами в отрасли вывоза мусора столкнулись власти и жители республики? И можно ли остановить рост цен на коммуналку? Эти важные вопросы обсудили на рабочем совещании в Москве глава Якутии Айсен Николаев и руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев. Чего ждать якутянам, узнавал Максим Кардозу. Как сделать так, чтобы якутяне и жители других регионов нашей страны при получении ежемесячной платежки за ЖКХ не падали в обморок от итоговой суммы? Этот вопрос сейчас пытается решить специально созданная группа. Урегулировать тарифы на коммуналку должен и новый федеральный закон. К его разработке пригласили и региональных экспертов, причем только из 3 субъектов. Это специалисты из Якутии, Москвы и Краснодарского края. Мы внесли ряд предложений, конечно, которые в первую очередь направлены на то, чтобы были учтены в данном законопроекте уже при его окончательном принятии вопросы регулирования цен на Крайнем Севере. Мы понимаем, что к Крайнему Северу, к северным регионам подходить с общепринятых точек зрения нельзя. Здесь даже вопросы тарифного регулирования должны все-таки в вопросах и тарифных надбавок, например, на продукты первой необходимости, вопросы регулирования цен по энергоносителям и так далее, они должны иметь свою специфику. Основные предложения рабочей группы Айсен Николаев в Москве представил руководителю Федеральной антимонопольной службы России. И здесь отметили, что добиться наилучшего результата можно только в тесной связке с региональными властями. Наше стремление, в принципе, руководства ФАС, это, конечно, вот к такому диалогу. То есть, когда власти понимают в регионе, что мы обязаны заниматься своими вопросами, там, тарифными, там, госзаказом, или если где-то, например, по госзаказу какие-то вынуждены отменять торги или что-то еще связанное с администрацией, всегда нужно говорить так: мы вместе с губернатором наводим порядок, мы вместе с губернатором выявили эти нарушения. Во время встречи глава Якутии подчеркнул, что для бизнеса и госструктур очень важно сделать расходы коммунальщиков окупаемыми. Но ни в коем случае нельзя идти самым простым путем – поднятием цен. Необходимо в первую очередь повысить прозрачность работы поставщиков услуг в сфере ЖКХ. А мы должны все-таки смотреть на вопросы с тарифообразования по этим предприятиям. Почему они такие высокие? Что там учтено? Есть ли там какие-то расходы, которые на самом деле мы могли бы считать необоснованными расходами? И обосновано ли их такое включение в тариф? Эта работа будет проводиться и антимонопольной службой совместно с нашими органами для того, чтобы, во-первых, повысить прозрачность тарифов. Сейчас многих якутян волнует вопрос, сколько будет стоить вывоз мусора и насколько увеличится итоговый счет в платежках. Айсен Николаев уверен, что решить этот вопрос как раз и поможет максимальная прозрачность формирования тарифов, чтобы мы с вами не переплачивали. Здесь, в Федеральной антимонопольной службе России, отметили, что все инициативы, предложенные рабочей группой из Якутии, очень актуальны и важны для всей страны. А также сказали, что поддержат озвученные сегодня предложения. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва.